Всем ассаламу алейкум. Это программа «Спортивная Ингушетия» на канале Магаз. Всего несколько дней остается до начала второго турнира Лиги НФЛ. А это значит, участники предстоящего турнира уже завершают свою подготовку. Сегодня мы приехали в бойцовский клуб «Нарт», чтобы показать вам последнюю тренировку наших бойцов. Переходы. Брёбра, Алик, салам алейкум. Алейкум ассалам. Как ты, Ватма? Да, алхамдулилlah, нормально все. Что, как проходит весогон? Весогонка, ну, пока все по плану. Сколько осталось? Еще 5 килограмм. 5 килограмм? Да. Успеешь за пару дней? Я думаю, да, сейчас, ну, как ты знаешь, мы гоняем на воде. Вот, осталось воду выгнать. В принципе, состояние хорошее. То есть, кроме воды, ты вообще ничего не употребляешь? Ну, салат там, да? Салат и, ну, то есть наша диета, то, что у нас все расписано. Это рыба, это грудинка, ну, там свои есть эти моменты. А в общем, сколько, получается, тебя нужно скинуть? В общем, я скинул где-то около 9 килограмм, так как я сейчас выступаю, этот бой у меня будет проходить 77 килограмм. Это мой первый бой будет, 77. Так как, я думаю, я бы не успел просто согнать вес на 70 килограмм, времени было мало. И когда мне этот бой поставили, поэтому получилось, что мы решили подраться в 77. А вот смотри, сегодня у тебя последняя тренировка, вот на что ты делаешь акцент? И поговорим после, в принципе, тренировки. Просто вкратце сейчас скажи, что ты будешь делать. Обычно последние дни мы делаем легкие тренировки, больше такие, знаешь, короткие, интенсивные тренировки, чтобы больше потеть. В принципе, хорошая разминка, чтобы оставалось чувство дистанции с соперником. Вот, работа на груши, добивание, легкая работа, в общем. 40 минут тренировка в общем у нас проходит час. Ну, после тренировки еще пообщаемся, не буду тебя отвлекать. Все хорошо. Исма, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Как ты, брат? Алхамдулилlah. Как самочувствие? Четко, брат. Выглядишь прям очень хорошо. Да, расход. Сколько осталось? Много осталось? Килограмм? Да. Килограмм 3. Успеешь? Успею. За день успеешь? За один день. Ну, вот сегодня у нас последняя тренировка. Расскажи, Исмал, на что делаешь акцент? Как ты сегодня работаешь? Сегодня весь тренировочный процесс, который мы проходили, подводим к концу. Так как мы будем работать, на что ставим упор, вот, и подводим себя к бою. То есть сегодня у тебя стойка, да? Стойка добивания. И сколько минут будете тренироваться? Или час, или полтора часа? Короткая тренировка будет, минут 30. Мешок добивания. Сегодня в паре поработаем с Аликом Албагачием, легко раскидаемся, подведем себя к бою, что будем делать, на что будем ставить упор. Также Хамзат Сакалов пришел, он поможет тоже нам. Поэтому начала короткая тренировка, продуктивная. И после тренировки спокойно пообщаемся, да? Да. Давай. Сейчас я пока тренируюсь. Хамзат, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Хамзат, сегодня ты в числе тех, кто помогает нашим ребятам готовиться к турниру Лиги НФЛ. Вот расскажи, как тебе форма Исмаила, Алика? Вот как раз наблюдаю, ребята хорошо готовятся. Например, вот Исмаил сейчас я поработал, разница есть. Раньше чуть другой был, сейчас хорошо дышит. Иншаллах, должны показать хороший результат. Вот да. Смотри, Амжат, у Исмаила стойка, база, борьба. Да. Но сегодня работает стойки. Вот как тебе его стойка? Да, очень хорошо двигается. Плюсы есть.
есть намного Стойки. лучше он. Да, и стойка, и я сам боролся, я чувствую скорости больше. Исмаил, ассаламу алейкум. Исмаил, сегодня у вас последняя тренировка. Ты сегодня работаешь с Аликом Албогачиевым. Как тебе его ударка, несмотря на весогоночный процесс? Очень хорошая ударка у него, такая техничная, скоростная работа. Сейчас особо смысла нет нагружаться, потому что последние дни, последние недели уже гонка веса, поэтому лишний раз нагружаться уже смысла нет, потому что вся работа уже сделана. Ударка у него хорошая, скорость есть, все есть. Самое главное сейчас после гонки веса грамотно восстановиться. Если он грамотно восстановится, у него будет хорошая сила для работы. Вот, Исмаил, совмещая тренировки, весогоночный процесс, примерно по времени сколько вы работаете? В смысле? Ну, как обычно, 2 часа или поменьше уже? Не, уже последние дни уже меньше работаем, потому что такая гонка веса у нас идет, особо не нагружаемся уже. И раундов, соответственно, поменьше? Конечно, да? уже надо энергию набраться, сил набраться уже на бой. Смысла нет нагружаться уже. А раундов много бывает, Исмаил? Ну, 3-4 раунда так. По 5 минут, да, по 5 минут, 3-4 раунда поработали, так, спотели, чтобы вес ушел. А так, уже работа хорошая, основная работа уже сделана. Вот я наблюдал, как вы готовитесь, тренируетесь вместе с Аликом, да, вот ты сказал, что у него очень хлесткие удары. Да, уже последние 2 месяца вместе тренируемся, работаем. Где-то у него какие-то ошибки были, но сейчас, подправили, да? Да, оттащил уже технику, хорошо работает. А вот этими ударами, как ты думаешь, мы увидим нокаут в исполнении Алика? Все возможно, да, конечно, надеемся. У него для этого все есть. И вот что ты ожидаешь от предстоящего боя, Алик? Я думаю, у него хорошая вот такая вот техничная работа для срочной победы. Стойки? Да, я думаю, в плане ударки он вполне сможет нокаутировать своего соперника. Сейчас можно пообщаться. Тренировка уже закончилась. Полностью закончилась или еще остались какие-то упражнения? Осталась только растяжка, все, в принципе, все мы уже. Алик, вот расскажи подробнее, как обычно у тебя проходит весогоночный процесс? Вот тяжело бывает согнать вес? Весогоночный процесс – это самый тяжелый процесс, можно сказать, из всей подготовки. Но в данном случае, это самая легкая весогонка, так как я держусь 77 килограмм. А раньше сколько ты? Раньше я гонял, плюс-минус 16-17 килограмм. А сейчас? Сейчас 9 килограмм. И по-твоему это немного, 9 Для килограмм? меня это несложно. А вот сколько вот по времени у тебя уходит, чтобы прям согнать вес и быстренько так восстановиться? По времени, в смысле, от начала? Да. С начала всего процесса. С первого килограмма. Месяц я сажусь на диету и постепенно урезаю свой рацион питания, подложу питание четко как надо, убираю все лишнее. И воды много приходится пить? Последние 10 дней, так как мы знаем, последние года бойцы гоняют на воде. До 7 литров воды мы выпиваем. В день? Да. В данном случае я обошелся 5 литрами. 5 или 4 я пью, даже 5 нету. А тяжело пить? Сложно бывает, когда самый пик воды, это 7 литров. 3 дня там нужно пить ее, тогда бывает сложно. А вот совмещать последние тренировки и весогоночный процесс, это же наверняка самое тяжелое. Обычные люди там, допустим, на беговой дорожке, да, в костюме гоняют вес, а ты еще дополнительно работаешь в паре, на лапах. Я еще раз повторюсь, так как я гоняю немного килограммов. Но все равно это же ощутимо. Это тяжело, конечно, легко не бывает. Бывает слабость, головокружение, но это
Это уже как бы мы привыкли к этому. Это каждый раз одно и то же. Поэтому Профессиональный подход туда, да, да? нужен подход, грамотно все подходить, питание, пить воду четко, как положено, по норме. В принципе, все как обычно. Ничего нового. Вот я заметил, в последнее время, Али, ты проводишь очень много работ именно в стойке. Ну, я всегда стараюсь... Ну, ты сам подтягивать ударник наверняка. Я сам боевой самбист. Да. Ну, И боевой ударник. самбо. Начинал с боевого самбо. Вот просто мне ударка больше нравится. Я на самом деле люблю и бороться. Зависит от всего от соперника. Поэтому разницы нету. Сейчас просто я больше... почему ударку подтягиваю? Сейчас работал на лапах с Исмаилом Мелиевым, с боксером. Вот, потому что бороться уже нету сил, как бы. Такой, энергозатратная работа, она сейчас нам не нужна. Нам нужно На максимум. лапах же тоже тяжело очень. Я один раз просто пробовал поработать на лапу. Это прям очень тяжело. Ну, нелегко, но приходится. Да, да? приходится. И план на поединок ты пока не будешь оглашать. План на поединок, так как я не видел бои своего соперника. Вообще не видел? Конечно, не нашел. Я знаю, что он самбист. Будем первые 2 минуты делать разведку. Дальше уже посмотрим, как все пойдет. Загадывать не будем. И вот что ты для себя ожидаешь от предстоящего турнира, Али? И последние слова болельщикам. Турнир, я думаю, будет очень интересным. Много гостей пригласили на этот турнир. Это, я думаю, один из лучших турниров будет в этом году. Не сомневаемся. Приглашаем всех, чтобы все пришли, посетили, поддержали наших бойцов. Бойцам, всем нашим ребятам я желаю только побед, красивых побед. Болельщикам нас поддержать и все, в принципе. Все мои пожелания. И вы сделаете все, что от вас зависит, чтобы показать зрелище. Конечно, постараемся выиграть бои, самое главное. Это Да, дай слово. Исмаил, вот я заметил, ты в последнее время очень много времени уделяешь именно стойке, также проводишь свои бои стойки. Вот последние несколько боев, несмотря на то, что ты сам мастер спорта по вольному бою, вот с чем это связано? Просто нравится, да, стойка? Мне нравится стойка, мне нравится, когда бои зрелищно проходят. Публике тоже стойка нравится больше. А так я базовый борец, и я думаю, не надо переходить в стойку, надо делать то, что у тебя хорошо получается, в чем-то, так скажем, мастер. Я не помню сейчас точно, какой это был бой. Один из последних твоих боев, когда ты прям зрелище показал именно в борьбе. Когда вот эти пригибы, амплитудные броски были. Это был бой с Вячеславом Скотниковым на хардкоре. 5-й номер в рейтинге. Вот. Я решил с ним в стойке не стоять, потому что он базовый боксер. Он весь свой кэмп проходил в стойке и очень много времени уделял стойке он. Поэтому я решил бороться с ним. И очень красиво бросок. Да, видите, когда борьбу применяешь, все хорошо получается. А вот на предстоящем турнире есть вероятность, что мы такие же броски увидим? Скорее всего, так и будет. Иншаллах. Тоже соперник ударник, да? Да, соперник ударник, молодой парень, шустрый. Будем бороться, будем изматывать в борьбе. Деклассируем внизу. Успел изучить соперника? Слабые и сильные стороны? Успел, да. Но я их раскрывать не буду. Это тайна. Пока не будешь, да? Пока не буду, и план на поединок тоже, да? Зачем? Пусть этот план останется во мне. Не только для него сюрприз, но и для нас, да? Да. Вот сегодня последняя тренировка закончилась, да? Вот как ты себя чувствуешь? Чувствую себя. Можно расслабиться уже? Чувствую себя отлично, алхамдулилlah. У нас сейчас последние 3-4 дня легкие тренировки были по 30-40 минут. В основном раскидываемся на груши, добивание, легкий бег. Не перенагружаем свой организм, чтобы чуть-чуть организм восстановился, чтобы соскучиться уже по этому делу. Вот. И в субботу подойдем в лучших кондициях. Иншаллах, выйдем, выиграем, порадуем. Ну вот Алекс сказал, что у него была водная диета. Вот как ты гонял вес? Такая же тема, да, у тебя была? Нет, я гоняю вес чуть по-другому. Я больше сжигаю калорий за день и меньше потребляю калорий. Вот моя диета. И белок, клетчатка. Все.
И воды столько много не пьешь. Не пью. А если бы тебе пришлось столько же выпить воды? Олег говорит, что 7 литров пьет. Но вообще я тяжеловес. Тяжеловес в любом случае должен пить больше воды, чем легковес. И то, что пьет Алик, в принципе, я не считаю, что это много воды. Да. То есть я за день 3 литра точно выпиваю. 3-4. Стабильно причем. Стабильно. Это, несмотря на весогоночный. Несмотря, да. Ночью просыпаюсь, воду пью, днем воду пью, во время тренировки, после тренировки. А во время весогоночного процесса? Ну, я не знаю, Чижам, сколько надо воды пить. А ты сам сколько пьешь? Обычно? Обычно 3 литра, минимум. Ну, стандартно, да, как стандартно. обычный день. Да. И вот, если говорить про предстоящий турнир, Исма, вот что ты ожидаешь от предстоящего турнира? И твои последние слова нашим болельщикам. Предстоящий турнир будет грандиозный, очень много сил, времени было потрачено для организации этого турнира. Очень хорошо подошла организация в плане медиа к своим бойцам. Вот. Это второй номерной турнир, и смотрите, как он уже развивается, да, в плане медиа. О нем уже все знают, об этом турнире, поэтому я думаю, последующие турниры будут только лучше. Это будет 15 незабываемых красочных поединков. Плюс борцовские, да, схватки? Плюс очень хорошие борцовские схватки с олимпийскими чемпионами. Также будут именитые гости на этих турнирах, поэтому приходите, поддержите нас. Иншаллах, вам всем понравятся эти поединки. День боя лучше, даже салат нельзя на день боя кушать. Салат тоже очень медленно усваивается. Видите, вот рис покушай, макароны поел, уже углеводные, энергии уже, пищи здесь есть. Ягоды можно покушать. Именно после сгонки веса сразу воду выпил, если когда мед хацавашки, да, мед с водой размыл потихонечку, банан покушал. Через час после сгонки веса потом начинай кушать. Наш тренировочный процесс подходит к концу. Это была последняя тренировка. Все готовы, все заряжены. 21 числа приходите в спорткомплекс «Магаз», болейте, поддерживайте нас.